рожали, да? Московская вот эта вот набережная, и дальше идет Зеленый Клин большой. Вот. Там о чем речь идет? Они могут полностью оборудование поставить, ну, покрытия эти резиновые, все цветные, да? Но необходимо, конечно же, дополнительные виды работы. Вот мы там что-то начали так это опять мечтать. Если бы мы из дополнительного вида перечня работ, например, смотрели бы какие-то спуски, кстати, говорили о маломобильных группах, что было бы красивый какой-то спуск, когда люди там бегающие, гуляющие могли бы туда спуститься, сделать с подсветкой такую красивую лестницу вниз, да, и сделать основание твердое, для того, чтобы фонд «Дети Азии» туда вложился. Я им сказала, а давайте мы попробуем это включить, но они вчера заходили, пошли, значит, со своим руководством разговаривать, как это руководство включить. Просто у нас, если бы что-то такое появилось прорывное для детей, для города, мы могли же бы это показать. А вот Татарстан, помните, примеры мы показывали, да, что они сделали? Благоустройство набережных, шикарные там. Вот, допустим, если мы это, так представить, что это набережная, и там зона отдыха создана для жителей города, общедоступная вся. Мне кажется... Ну, зажигать тоже проект есть, вот они недавно выходили. Но они хотят как бы в парке, что ли, или около парка. Мы могли бы туда уже жителей прям привлечь, они бы там по земляным работам помогали бы. Ну, мне кажется, это можно было бы сделать. Только вопрос вот... Где? Место? Место, да. Какое-то место такое прорывное. Ну, бульвар Учителя, ладно, мы сделаем, да? По Талому немножечко постараемся. И то там вопрос мы устроились технически. Чтобы что-то было такое всероссийское, только чтобы заметили, да? А все-таки должен быть единый какой-то ансамбль, единая какая-то идея, сценарий какой-то, чтобы каждая по отдельности, чтобы они совпадали в едином. Ну, на российский мы планируем только бульвар Учителя. Между третьим и четвертым корпусом сегодня что-то. Ну, то есть я хочу... Историческое место создания 202-го микрорайона на Новых Песках. Да. Там же большие деньги надо, чтобы как на уровне России это было. Поэтому Нет. Сейчас у нас 202, 203, там даже и думать не надо, там ничего не получится такого. Нет, в целом мы с Алексеем Сергеевичем проговаривали, у нас бульвар Учителя должен просто стать это образцовым местом прорывным. Да. Плюс к этому, если мы, вот как Дина Олеговна говорит, 16 вдруг таких полноценных дворов покажем, мне кажется, это будет уже... Ну вот еще раз, вот сидели мы, да, вот сидели с архитекторами, с проектировщиками, смотрели мы и те минстроевские, идеи, которые предлагали, мы зарубежный опыт посмотрели, там еще кучу всего, да. Но вот пока вот таких вот идей, которые могли бы сказать, чтобы я мог сказать, я так хочу, я не увидел. Вот пока нет у нас таких пока идей. Может, это самое в национальных стилях? Конечно, обязательно. Вот тоже интересно было бы что-то свое такое. Дворы какие-то это интересные сделать. обязательно должен быть национальный колорит. А вот теперь смотрите, а вот за счет чего мы это, вот это вот за счет дополнительных только мы сможем сделать. Ну, по минимальному там ничего. Ну, вот, например, скамейки по минимальному сделать, например, очень красивый национальный колорит. Урны. И плюс к что-то национальному, там, не знаю, там, какую-нибудь арочку, какую-нибудь, да, такую группу отдыха сделать в каком-нибудь дворе. Так, чтобы это, чтобы у нас Может, Вы каких-нибудь навесов, Да. для пожилых. Вот это что-то национальный стиль. Да, мы при этом, мы говорим о дворах, да, при этом этот двор должен быть как-то доступен, посещаем, потому что, ну, конечно, можем какой-то дворик найти и там все это там забабахать. Там, где хорошо, везде доступно. Все придут. Так, ну, тогда, значит, все-таки давайте застолбим, да, ответственных по тому, кто, значит, так, Михайлова Евгения Павловна, вы, значит, вместе с Рожиной Мариной Дмитриевной в автодорожный округ, вы ей сообщите, да, что это член Союза архитекторов в автодорожном округе. У нас не так много будет проектов, будет у нас на ДСК один большой, значит, Палова. Ну, в общем, всего 3 проекта будет по автодорожному. Просто надо будет туда выбрать время проехать, да? Гагаринский округ, Смирнова Любовь Александровна и Булкин Владимир Евгеньевич. Знаете Булкина? Это Якутская городская дума. Молодежная. Да, молодежная палата наша. Вы как раз, наверное, будете соответствовать. Дальше Губинский. Дина Олеговна Николаева с Жандоровым Антоном. Так, значит, дальше Октябрьский. Ирина Дмитриевна вместе с Виталиной Анисимовной.
Нет, Давайте Куш- мы с Кушетелем. Нет, в Кушетеле будет ксенофондово-строительный округ. Там у вас народный сквер, там у вас есть куда предложить. Которого нет еще. Да. Поэтому Кушкилин вместе вот с Павлом Валерьевичем. Строительный округ. Центральный округ Синяев Сергей Викторович, Лаптев Афанасий Александрович. Промышленный округ Борисова Елена Афраимовна и Кангаласы вместе с Черных Сергеем Викторовичем. Так и знала. Ну, он депутат, он там депутат, поэтому ну, сам Бог видел, промышленный округ курирует. Ну, с заездом в Кулагина, так скажем, да? Все округа назвала. Центральный область строительный. Сайсарский, Артемьев и Амосов Владимир. Ну, то есть депутатский корпус будет уже у себя. Ирина Николаевна, если мы хотим какие-то интересные дворы делать, да, нам уже сейчас нужно направление дать. Конечно, обязательно. Ну, мы про это же и говорим же. Мы про это и говорим, вот сейчас приоритетные выбрать какие-то дворы комплекса, да, и на них вот сейчас вот в рамках вот этого воркшопа давайте работать. Люди у меня уже нацелены, давайте вот так. В воркшопе надо еще. конкретное предложение. Значит, Мария, вы, пожалуйста, кстати говоря, поответственно разошлите в воркшопе, какие дворы у нас сейчас уже в разработке, чтобы все мы знали. Кстати говоря, на воркшоп, уважаемые коллеги, сильно-то там мы не можем это, там у нас студенты, да. У нас есть 1 200 000, Дина Лиговна, на которые мы готовы сегодня как раз вот средства выделить на хорошие вещи. То есть прямо заключить контракт с проектировщиком хорошим и разработать дизайн-проект. Давайте мы отберем вот эти дворы приоритетные, мы вот так вот хотели, и туда направить. Хорошо, тогда комиссия, когда поступят заявки, Да. будет уже как бы, да, мы даем деньги, но у вас Да. стилистика должна быть такой. Вот. Да, Давайте да. на комиссии, да, как-то это рассмотрим, и Давайте, задание техническое проектировщику Обязательно дадим. надо. Средства, на слава богу. Подождите, сейчас это я не понял. Ирина Викторовна, я что-то по своей душевной простоте, я думал как? Я думал как, вот сначала студенты там делают там эскизные там дизайн-проекты, да? Мы эти дизайн-проекты, соответственно, они же не ПСД будут делать, они же просто дизайн-проект и все. А на основании, а нам же надо будет как-то это, потом будет это все дело воплощать, Они скорее дадут всего, все показатели, ПСД-то вот понадобится. Сергей, я там очень просто вижу. Они дадут все показатели. Площадь асфальта, площадь этого, количество скамеек. Дадут все. Все на СМХ единичную процентом расценку. рассчитает. Здесь, мне кажется, сильно мы не будем. прям в А этом. если они там что-то нарисуют, вон, зигзагообразно? Вот, а если что-то нарисуют, тогда мы уже будем думать, или это уже входит в дополнительный перечень, и мы будем ее тему развивать, или, простите меня, это была просто картинка, и мы ее оставим. То есть тогда в этом случае ПСД надо будет, я имею в виду вот этот 1 200 000, а то у меня губа уже тут раскаталась на нее. Нет, это только на дизайн-проект. Миллион А двести, остальные 100 дворов. Да, вот смотрите, у нас заявки сейчас Если у поступят. комиссии будет рекомендация. Да. Муниципалитет обязан разработать дизайн-проекты. Просто понимая, что у нас ни средств нет, ни времени, мы вот такой критерий придумали. А давайте мы там со студентами, у кого-то что-то есть, управляющие компании сами проспонсируют разработку. Мы пытаемся выйти из положения. А денег-то всего 1 200 000, что там особо. Серьезный ПСД мы там не разработаем, мы как раз хотим там в пределах 100 000 небольшие проекты делать, чтобы там за 50 000, там эскизный проект со сметой. Вот так вот планировали. И тогда мы можем, мы же еще не знаем, какое количество дворов. Сейчас вот мы 28 покроем дизайн-проекты, а вдруг мы еще 70 нам нужно дизайн-проектов делать. И по скамейке давайте ваши предложения какие по стоимости. По коммерческим предложениям средним. Ну, комиссия предложений сколько она стоит? Вот эти аэро, вот разные, мы вам дадим вот эти все из среднего. Мы с утра давайте единовременно вам письмо официально запустим, хорошо? Потому что каждый коммерческий может... Мы до 1 апреля туда. Ну вот, Дина Олеговна, мы же вам направили вот 100 000, например, московские скамейки, да? Наши скамейки тут вообще вот разные. 24 есть тысячи, 50 есть тысяч, ну разные есть. А мне кажется, можно было бы сделать какой-то вот такой предел от 50 000, допустим, вот до 100 000. А можно же все округа скамейками объединить. То есть единая стилистика. Вот, как-то тоже про... Да, с каким-то национальным Округа одного такая Или стилистика. под цвет. Например, округ строительный, может, они там взяли бы. Нет, А в центральном округе, на скамейках Гасанбалаева, да, там на каждой. Не, ну что-то не то, вот это что-то Я не не. говорю портреты. Не, ну, то есть, Национальный колорит. не, ну, есть как бы национальный колорит, который только есть у нас, то есть, Да. допустим, да, не в Иркутской Город области, там, не там, в Красноярском крае. Поэтому надо все-таки упираться на национальный оригинальность. Оригинальность только так можно добиться. Если там появится... Садишься и Есть- начинает песню петь. Да, если там появится, допустим, смешарики, да, или там Человек-паук, там, или там еще кто-то, это же будет нормально. Не, ну согласитесь, что на детской площадке, вы, да, я понимаю национальный колорит, да, это вот
там, где общедоступное пространство, да. вот. Детские площадки – это дополнительный Да. перечень. Ну, Мы его это не дополнительный обсуждаем. перечень. Обсуждаем Дополнительный единичные расценки на минимальный перечень. Ну, понятно. И дизайн. Дина Олеговна, просьба такая, все-таки давайте на детской спортивной площадке все-таки какой-то вот такой же вот перечень утвердим. Давайте сделаем, да. Несите протокол, пожалуйста, еще на детские, на спортивные площадки, ну и на площадке для выгула животных. Вы же не забывайте, что Рекомендательного характера. собаки у нас должны гулять где-то. Нам бы своих соседей выгулить. Не, ну животные тоже, многие животные. Мы сейчас выделили 1 200 000 на строительство площадок для выгула собак. Там по проекту 50 на 50. То есть мэрия 50 владельцев собак вы заплатили. Вот это было бы здорово, да? Но, к сожалению, я вам скажу честно, откровенно, если заплатит деньги, то только 1% владельцев собак. Нет, все зарегистрированные собаками. Где зарегистрировать? Понятно. Вы, значит, в жилом фонде не живете. Я вот ТСЖ занимаюсь. Я знаю, что такое владельцы собак, в отличие от вас. Где они зарегистрированы? Давайте пройдемся. Управляющая компания не согласится, да? А? И управляющая компания ТСЖ не согласится. Да, Дина Олеговна, ну кому надо? Вот мне вот, если, допустим, я вот Уважаемые школу коллеги, управляющий. давайте наше совещание затянулось. У нас на самом деле только 1,5 часа, то, что мы можем вещание располагать, да, на сайте. Поэтому Я думал, мы уже закончили. нет, мы уже как бы достаточно Снимаем работаем. будет выложено на... Да, все это видеозапись будет полностью выложена. Черт, там надо Поэтому давайте скорректировать. мы договоримся. В следующий раз наша встреча, когда состоится? Уже после 10-го. Тогда мы плотно все работаем с ИДХ, с нашей Марией Алексеевной, которая, так скажем, будут все для рассмотрения вам передавать по мере поступления заявок, чтобы вы могли уже выезжать и готовиться. Еще 1 или 2 раза надо встретиться до 14 апреля. Мы встретимся после 10-го. Ну, после 10-го это будет уже комиссия. Хорошо, Вот тогда комиссия. давайте мы тогда договоримся, что мы встречаемся в пятницу 7 числа. Давайте предварительно посмотрим, сколько заявок поступило. Да, мы уже будем знать, потому что мы по 10 включительно принимаем. 10 это понедельник, поэтому ориентировочно пятница, 7 число, мы договариваемся, что мы встретимся. Мы уже должны быть Во сколько седьмого, удобно? да? Удобно, во сколько? Вот, ну, вечером, наверное, удобно или как? В пятницу вечером вообще неудобно. Четверг давайте, 6-го встретимся. В четверг сегодня. Все, давайте в четверг 6-го, ну в 5 часов вечера. Хорошо, Может, да? пораньше? Ну, что часа? Ну, потому что не все. 17:00, да? Хорошо. Все, спасибо. Точно надо.